7 спектаклей привез в Москву Татарский государственный академический театр имени Камала. Гастроли начались с постановки, которая имеет огромный успех в Татарстане. Хаджи Насреддин – легендарный бродяга, плут и мудрец, которого считают своим во многих странах Востока и далеко за его пределами. Артисты театра имени Камала в этом спектакле довольно убедительно доказывают, что настоящая родина Хаджи Насреддина – Казань. Вот один из главных действующих лиц спектакля. Пока еще без грима – ослик Лёлик. Без него знаменитого Хаджу Насреддина представить сложно. Вместе уже с 13 века они путешествуют по миру. В последнее время даже снимают видео своих странствий и выкладывают в соцсетях. Такая вот пиар-компания спектакля. Надо постоянно привлекать внимание, так как театральное искусство – это не как хлеб. Его каждый день невозможно кушать. Но постоянно о себе надо напоминать. Впрочем, Хаджа Насреддин в рекламе не нуждается. Он уже давно любимый всеми персонаж. На сцене театра имени Камала впервые он появился 75 лет назад. Новая постановка Фарида Бекчентаева уже 7-я по счету. Режиссер в чем-то изменил традиции. Сделал комедию не для смеха. Спектакль полон подтекстов. Он как зашифрованная мудрость. Просто так шутить не стал. То есть просто там ради шутки. Да. Покопаться нужно. Да, покопаться. Вот эта возможность, вот искали вот эту возможность в новой постановке. И нам кажется, все-таки что-то нашли. В основе 2 литературных источника. Пьеса татарского писателя Накии Санбета «Хаджа Насреддин», написанная накануне войны во времена сталинских репрессий, и произведение сирийского драматурга Саадалла Вануса «Слон, Ваше Величество». Жителям Слободки Волжской Булгарии приходится кормить боевого слона Хана, который вытаптывает их посевы. Довезенные до отчаяния, они решаются идти к правителю с просьбой избавить их от беды. Посредником выбирают Хаджу Насреддина, то ли местного дурачка, то ли мудреца. Он возмутитель спокойствия, так скажем, да? Где он появляется, там начинается народное волнение. Он открывает чуть-чуть, приоткрывает глаза народу. Смотрите, как живете. Почему вы довольны с этой жизнью? Есть же выходы из этой ситуации. Он не говорит, идите направо, идите налево. Он просто показывает пути. А народ должен выбирать. И то же самое наш спектакль показывает пути. Так получилось, что на троне вместо хана оказывается Хаджа Насреддин. Его никто не узнает, зато он наблюдает за тем, как меняются простые люди, оказавшись рядом со своим правителем. И вот уже вместо отрепетированной фразы «Ваш слон нас всех скоро сожрет», жители кричат «Пусть все города и поселки заполнятся слонами». Такого раболепия не выдерживает даже Хаджа Насреддин. Он покидает сцену. Алия Шарифульна, Дмитрий Павлов. Новости культуры.